Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – наши коллеги с телеканала ТНВ Арсений Маврин и Маргарита Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Отношусь себя к реалистам, поэтому считаю, что уровень знания языка у меня что-то так в районе 0. Насчет победы не знаю, надеюсь, конечно, но я так думаю, в любом случае будет весело. И, в общем, гафуйтагис минта торча селешми. Я часто бываю в татарских театрах, с удовольствием смотрю талантливые спектакли. Сама на татарском не говорю, но среди моих друзей много татар, много их и среди коллег. Я порой понимаю, о чем идет речь, порой они тоже ко мне обращаются. Свой уровень знания оцениваю низко. Но вот сюда пришла проверить. Надеюсь, что это будет любопытно и не очень удручающе. Арсений и Маргарита, правила первого тура очень просты. Традиционно перед вами появятся две темы. Вам надо будет решить, кто будет выбирать первым. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с русского языка на татарский. Но чтобы было проще, у вас будет 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 2 балла. Ответьте неправильно и дадите возможность заработать 1 дополнительный балл вашему сопернику. Все понятно? Да. Все понятно. Это телеигра «Переведи», и мы начинаем. Арсений, Маргарита, 2 темы – телевидение и политика. Кто выбирает? Маргарита, я так думаю. Спасибо. Маргарита, телевидение или политика? Политика, я думаю, это такая тема мужская, поэтому я, конечно, выберу телевидение. Столько женщин в мировой политике с вами бы не согласились, даже Ангела Меркель. Но, тем не менее, играем в телевидение. Точнее, играем в тему телевидения с вами, Маргарита. Итак, соберитесь. Вообще, тема знакома для вас? Да. Отлично. Скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится словосочетание «новый век»? 3 варианта ответа. Яңа гасыр, иске гасыр, шәп гасыр. Конечно, можно было бы поразмышлять, но я не буду. Я знаю, что это Яна Гасыр. Итак, принято. И это правильный ответ. Иске гасыр – это старый век, шәп гасыр – это классный век, а вот яңа гасыр – это новый век. Можно сказать «Шеп Яна Гасыр». Шәп яңа гасыр – это классный новый век. Итак, Арсений, переведите на татарский язык слово «программа». Топшыру, татарша эфир, передача. Ну, я так думаю, что здесь тоже первый вариант – тапшару. И это правильный ответ. Татарша эфир – это эфир по-татарски. Передача – это нет такого слова. А вот топшыру – это действительно передача. Маргарита, играем с вами. Как на татарский язык переводится слово «новости»? Хотлар, хаберлер, хейлякер. Хеберлер. Правильный ответ. Хотлар – это письма, хейлякер – это хитрый, а хаберлер – это новости. Маргарита, скажите, пожалуйста, вы давно работаете на телевидении? Да, с 2009 года. Вот это слово я выучила первым. Как попали на телевидение? Я набралась наглости, позвонила главному редактору, сказала, вот я учусь на журфаке, можно я к вам приду, попробую? И... Вы окончили Казанский федеральный университет, факультет журналистики. Да, да. Отлично. А вы мечтали прям работать на телевидении или все-таки в один момент просто какой-то порыв эмоций и решили, что-то это не то, я хочу на телевидении? Я мечтала быть актрисой, но потом я вовремя передумала, отдумалась и решила быть мне журналистом. Актрисой театра, актрисой кино? Театра. Театра. Кино. Где-то есть театральная биография, странички, пробы, пера? Нет, абсолютно ничего такого, просто, наверное, это тот вид искусства, который наиболее близок, понятен, и вот когда ты сидишь в зрительном зале и смотришь с восхищением, и когда благодаря артистам переживаешь вот эти вот эмоции, то есть это восхитительно, конечно, хотелось. Насколько я понимаю, вы сейчас именно об этом рассказываете нашим телезрителям в программе «В мире культуры», да, насколько я понимаю? Да, да, да. Здорово, отлично, спасибо большое. Арсений, играем с вами. Арсений, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «прогноз погоды»? Хава тырышы, хава массалары, хава бузылды. Почему-то мне так кажется, что хава тырышы.
так кажется. Это правильный ответ. Действительно, абсолютно верно. Хава тарышы – это прогноз погоды. Хава массалары – это воздушные массы, а хава бузылды – воздух испортился или погода испортилась, да, в данной ситуации. Маргарита, играем с вами. Как по-татарски будет слово «снимать»? Напоминаю, мы в теме телевидения. Тышырырга, тышлярга, тошларга. Я не знаю. Так, давайте еще раз, сейчас Я соберемся. буду мыслить логически. Ну, почти логически. Очень сложно включиться в этот процесс именно в женском исполнении. Давайте попробуем. Вот самое простое слово, которое можно выговорить, это слово ташларга. Поэтому я выбираю его. Последнее, тошларга. Да, но мне кажется, что это неправильно. А у вас такая традиция, вам кажется, вы знаете, мне кажется, эти помидоры испорчены, поэтому я их и возьму. Нет, ну помидоры-то, посмотришь, все понятно, а тут... Тут вам тоже кажется, что это неправильно, ну, пусть так будет. Пусть будет ташларга. Ну, мне Вам понравилось кажется, это что это слово. неправильно? Ладно, таширырга. Тышырырга. Первый вариант. Почему? Да. Потому что это самый длинный вариант ответа? Не знаю. Ну ладно. Это самый сложный для произношения. То есть вы всегда не ищете легких путей для произношения. Именно. Итак, вы считаете, что правильный ответ? Таширырга. И это правильный ответ. Действительно, тышырырга – это снимать, тошларга – это бросать, а тышлярга – это кусать. Вот так вот. Вы рискнули вместо снять бросить. Мне понравилось слово ташларга. Итак, Арсений. Да, Арсений, скажите, пожалуйста, помните, как вы попали на телевидение? конечно. Как это произошло? Пошел устраиваться в тогда еще милицию после армии, а попал на телевидение. Вот с тех пор уже Наши коллеги из 16 лет были, 17-й год, телевидением. Я думаю, видимо, наши коллеги, которые снимали криминальные новости в то время, случайно сняли Арсения, и он так попал на телевидение. Шел устраиваться, работать в милицию. И как вообще на телевидении? Замечательно. Если есть профессия, в которую я был бы способен влюбиться, то я ее нашел. Это телевидение. А вы тоже окончили факультет журналистики? Более того, мы учились в одной группе. Да ладно, серьезно? А кто у кого списывал чаще? Мы На сами разных умные. партах сидели. А, да. серьезно? А у кого-нибудь из вас есть красный диплом? Так, играем дальше. Скажите, пожалуйста, Арсений, как по-татарски будет слово «звук»? Балкаш, тавыш, каргыш. Так, ну, балкыш – это сияние, насколько я знаю. Почему-то мне нравится слово «тавыш». Это правильный ответ. Говорится, тавыш, камера, мотор. Откуда знаете слово «балкаш»? Где встречались? Так у нас фестиваль идет такой уже не первый год, и регулярно освещаем. Действительно, балкыш – это сияние, каргыш – это проклятие, а вот тавыш – это звук. Маргарита. Переведите на татарский язык слово «осветитель». Укатуще, укбируще, уткующе. Я знаю, что укутучи – это учитель. Значит, полагаясь на удачу, пусть это будет уткуючи. Говорят, женской логики не существует. Но против женской интуиции точно никуда не попрешь. Это правильный ответ. Действительно, уткующе – это осветитель, укатуще – это преподаватель, а укбируще – это тот, кто подает стрелы. Была такая раньше профессия. Итак, Арсений, переведите на татарский язык слово «парикмахер». Бизендерюще, алкашлауще, щечтараш. Почему-то третий вариант, мне кажется, более близким. Чечтараш. Почему вы... Может, вы по образованию второму? Тут просто рядом флюиды женской интуиции. Я надеюсь, только в направлении парикмахера или вообще, в принципе, женские флюиды? Давно и счастливо женат. К
Кстати, опять же, моя супруга прекрасно знакома с Маргаритой Петровой, тоже училась на нашем потоке. Она сидела, видимо, между Маргаритой и вами посередине. Нет. Но, тем не менее, щащ-тараш. И это правильный ответ. Алкышлауще – это тот, кто аплодирует. Бизяндерюще – это тот, кто красит, стилист, да, обычно. А вот щащ-тараш – это действительно парикмахер. Спешу вас поздравить. Спешу вас поздравить. На этом 8 вопросов первого тура подошли к концу. Да, все очень просто. Но у меня есть традиционное предложение, от которого никто не может отказаться. Обычно девушки не отказываются. Арсений, я думаю, вы тоже не откажетесь. Суть этого предложения в том, что вам надо будет перевести по одному слову с английского языка на татарский. Если вы делаете это правильно, получаете 3 балла. Если делаете это неправильно, то возможность заработать дополнительные 4 балла даете своему сопернику. Договорились? Хорошо. Итак, Маргарита, вам достается слово light. Легкий. Light. Имя существительное. L-I-G-H-T. Light. Напоминаю, мы переводим это слово на татарский. Light. Я могу только на русский. Давайте, как будет по-русски? Легкость, либо свет. Либо свет. Меня интересует вариант свет. Напоминаю, мы в теме телевидения где-то. Свет. Отлично. Свет. Давайте переведем слово свет на татарский. А сегодня же было похожее слово. Осветитель, причем оно было у вас. Ут. Ну так и будет, собственно. Ут и все? Да. Это правильный ответ. Действительно, ут – это свет. А кующе – это тот, кто ставит. Ут кующе – человек, который ставит свет. Собственно, осветитель. Здорово. Арсений, вам достается более сложный вопрос. Вам достается слово color. Цвет. Color. Ну, тут два написания существуют, британское и американское. Либо C-O-L-O-R, либо C-O-L-O-U-R. Британцы пишут color, американцы пишут color. Вспоминается известный фильм «Мимино». Тогда сам выбирай колор и сам крась. Помните это? Цвет. Боюсь, что здесь я бессилен. Как уж вы бессильные. Вы же женаты и счастливы. Это да, но в отношении цвета, увы, вариантов у меня нет. Маргарита, есть возможность заработать дополнительные 4 балла. Я думала. Я очень люблю цветы. Я знаю слово цветок. Это чечек. А цвет я не знаю. А цвет я не знаю. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, color – это цвет. И цвет по-татарски будет тыс. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, первый тур сегодняшней игры подошел к концу. Арсений, у вас 8 баллов. Вы лучше меня считаете. Маргарита, у вас 11 баллов. И по итогам первого тура вы впереди. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Это телеигра «Переведи». Оставайтесь на нашем канале. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Исянмисес, меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют наши коллеги Арсений Маржулин и Маргарита Петрова. И по итогам первого тура впереди Маргарита. У нее 11 баллов. У Арсения 8 баллов. Нас ждет второй тур. Правила второго тура очень просты. Традиционно перед вами появится 8 слов. В этот раз их надо будет перевести с татарского языка на русский. Но чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Ответите правильно – получите 4 балла. Ответите неправильно и дадите возможность заработать 3 дополнительных балла своему сопернику. Все понятно? Понятно. Уважаемые телезрители, мы начинаем второй тур. Арсений, Маргарита, 2 темы – дом и природа. Право выбора у вас, Маргарита, потому что у вас больше баллов по итогам первого тура. Во что играем? Мне близки обе темы. Пусть будет дом. Дом. У вас большой дом? Да. Задам компрометирующий вопрос. Вы замужем? Нет, не замужем. Ну, какие ваши годы? Итак, играем в дом, играем с Маргаритой Петровой.
Маргарита, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «кангарау»? Кангарау. Кирка, звонок, ручка. Я не знаю. Давайте представим, что мы с вами в доме. Дом. Женская интуиция. Вряд ли это звонок. Пусть это будет Кирка. Принято? И это неправильный ответ. Ну вот. Маргарита, видимо, у вас дома хранится кирка. Арсений, есть возможность заработать 3 дополнительных балла. Как с татарского на русский переводится слово «кангарау»? Звонок или ручка? Я так думаю, что звонок все-таки был что-то со звуком связано, поэтому я считаю, что это ручка. Принято. И это неправильный ответ. Уважаемые телезрители, кангарау – это звонок. Ручка – это либо ручка, либо калям. А кирка – это либо кейля, либо кирка, так и говорят. Ну, вообще, по-моему, кирка. Теперь мы будем знать, как говорить звонок. Арсений, Да. как с татарского языка на русский переводится слово «копка»? Этаж, ворота, ручка. В смысле дверная. Этаж, ворота, ручка. Копка. Про ручку вы только что говорили, так что, скорее всего, ворота. То была письменная ручка, это все-таки дверная ручка. Пусть будут ворота. Пусть будет ворота. Пусть будет правильно. Действительно, этаж – это кот, ручка – это тутка, а копка – это ворота. Маргарита, как с татарского языка на русский переводится слово «бульме»? Отдел, комната, булка. Я часто слышу слово «бульмеге», и вот сейчас есть какие-то ассоциации. Ну, с булкой они почему-то. С булкой. Нет, это еще не ответ. Ну, раз мы играем в дом, то, наверное, это комната. Здесь с женской интуицией и логикой не поспоришь. Это правильный ответ. Отдел – это булек, булка – это булка, а вот бульмя – это комната. Арсений, как с татарского языка на русский переводится слово «фатир»? Мебель, квартира, машина. Фатир. Фатир. Наверное, это квартира. А? Квартира, по-моему. По-вашему, квартира? Принято. Это правильный ответ. Действительно, фатир – это квартира. Ну, это просто Машина – это созвучие. машина, а мебель – это джихаз. Маргарита, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «узагаз»? Узагаз. Снимайте обувь, проходите, встречайте. Это либо проходите, либо встречайте. Подсказок нет? Сразу 3. 2 есть. Либо проходите, либо встречайте. Встречайте. То есть вы считаете, что когда говорят «узагаз», говорят «встречайте». Проходите. Или говорят «О, проходите». Узагас, узагас. Ну, наверное, я не знаю. Ну да, это проходите. Это проходите. Это правильный ответ. Встречайте «куаршуалагас». Снимайте обувь, аяк киемегизне салагас или салып киргиз. Обычно говорят «снимайте, заходите». Арсений, 6-й вопрос, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «кубкатлы»? Кубкатлы. Многоэтажный, одноэтажный, подвальный. Почему-то кажется, что многоэтажный. Почему вам так кажется? Рядом женская интуиция. Подсказали, да? Есть? Нет, он первый ответил. Это женская интуиция, это, да. Флюиды, флюиды. Ну что ж, флюиды женские всесильные. Это правильный ответ. Всем поздравляю, флюиды помогают. Абсолютно верно. Куб катла это многоэтажный, одноэтажный это бир катла, подвальный иден асты или подвалдагы. Вот такой вот оригинальный татарский язык.
Итак, Маргарита, как с татарского языка на русский переводится слово «ыйтезим»? «Ыйтезим». Ломаю дом, строю дом, планирую дом. Я теперь поняла, что слово «эй» мне знакомо, это слово «дом». Во всех трех вариантах оно имеет место быть. Да. Строю. Строю. Я не знаю почему. Я так чувствую. Вы так чувствуете? Это правильный ответ. Ломаю дом, йорт жимерем. Планирую дом, йорт планлаштырам. А итезим — это строю дом. Арсений, нельзя ошибаться. Как с татарского языка на русский переводится слово «кущемсез милек»? Агентство, дача, недвижимость. Кущемсез милек. Милее сердцу, конечно, дача, но я выберу недвижимость. Откуда такая специфика, уверенность? А в журналистике без той же самой интуиции и уверенности в себе вообще никак. И тем более без женских флюид интуиций, точнее, флюид женской интуиции. Вот поэтому у нас в отделе половина женщин, половина мужчин. Помогаем друг другу. Это правильный ответ. Действительно, кущемсез милек — это недвижимость, агентство — агентлок, а дача — это дача. Уважаемые участники, Арсений и Маргарита, на этом второй тур нашей сегодняшней игры подошел к концу. По итогам второго тура впереди вы и Арсений. Арсений, вы набрали 16 баллов. Маргарита, вы набрали 12 баллов. Это та самая досадная ошибка в самом начале второго тура. По итогам двух туров впереди вы, Арсений. У вас ровно на 1 балл больше, чем у Маргариты. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Впереди нас ждет финальный раунд. Арсений, Маргарита, традиционно финал, так же, как и первый и второй тур, дает право выбора. Сейчас перед вами появятся две темы, надо будет выбрать одну из них. И выбирать будете вы, Арсений. После этого вам будут представлены 8 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Особенность финального раунда в том, что 3 вариантов ответа у вас не будет. Ответите правильно, заработаете 4 балла. Ответите неправильно, дадите возможность заработать 5 баллов вашему сопернику. Цена ошибки очень велика. Все понятно? Понятно. Уважаемые телезрители, это финальный раунд телеигры «Переведи». Арсений, Маргарита, 2 темы: беседа и торговля. Арсений, выбираете вы. Без торговли, конечно, никак, но как журналистам нам все-таки ближе беседа. Итак, играем в беседу, точнее, беседуем на тему беседа вместе с Арсением. Арсений, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «привет»? Привет. Привет. Ну, есен месяц знаю, а привет. И даже на китайском знаю, нихао. А вот на татарском. А как на иврите будет? Салям. Правда, не на иврите, а на татарском. Салям — это правильный ответ. Хотя... Маргарита, играем с вами. Как на татарский язык переводится словосочетание «как дела»? Я знаю. Нихаль. Принято. Это правильный ответ. Нихаль — это такой разговорный. Как дела? А в литературном языке еще обычно говорят «халярничек». Да. То есть оба варианта имеют место на существование. Итак, Арсений, переведите на татарский язык слово «до свидания». Вот когда прощаются татары, что говорят? Еще увидимся, типа. А татары вообще не прощаются. Знал, но забыл. Даю возможность. Это очень легко, Маргарите. ты знаешь. Маргарита, у вас есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Напоминаю, вы проигрываете 1 балл. Сау Булугас. Это правильный ответ. Маргарита, как на татарский язык переводится слово «столовая»?
Ашхане? Это правильный ответ. Арсений, нельзя ошибаться. Переведите на татарский язык слово «деревня». Ау. Аул. Это правильный ответ. Маргарита, как по-татарски будет слово «магазин»? Это очень легкое слово. Дело в том, что я родилась не в Татарстане, и вот сюда я приехала во 2 классе только учиться. И первое время я учила татарский по вывескам. Знаешь, что магазин это... Ой, я Шемлаклар знаю, а магазин... Так. Не переживайте, не волнуйтесь, все нормально. Кибет, да? Да. Правильный ответ. Действительно. Кибет — это магазин. Кстати, откуда вы родом? Где родились? Я родилась в Минске. В Минске? Да, Республика Беларусь. Нет Надеюсь, желания я еще когда-нибудь. съездить в Минск, посмотреть, прогуляться по улицам Минска? Ну да, есть желание туда как-нибудь приехать снова в этот город. Воспоминания о нем остались очень хорошие. У меня тоже очень много друзей, все зовут в Минск, никак не могу доехать. Доедьте обязательно. Итак, Арсений, как по-татарски будет слово «работа»? То есть, как слово «деревня» будет, вы знаете, а как слово «работа» будет, вы пока затрудняетесь. Сразу вопрос, вы зачем в деревню ездите? Отдыхать. Смотрите, я в следующий раз спрошу, как будет отдых по-татарски. И снова у Маргариты есть шанс еще больше увеличить Ну нет, разрыв. давайте-ка не будем сейчас Маргарите много шансов давать. По-немецки «arbeiten», а вот по-татарски... Ну, еще короче. Очень короткое слово. Время работы. В магазин приходите, висит время работы. Эш, вакет. Эш. Эш. Абсолютно правильный ответ. Эш – это работа. Спасибо. Свои люди, как говорится, свои люди, сочтемся. Маргарита. Очень сложный вопрос. Как по-татарски будет баня? Любите баню? Я бы, может, любила, но я там не помню, когда была, поэтому мне сложно ответить. И баня. Ну, вот я знаю, рядом со студией есть баня. А ты знаешь, да, как будет баня? Я, похоже, не знаю. Арсений, дело в том, что если вы сейчас отвечаете на этот вопрос, получается, что вы обходите Маргариту ровно на 1 балл. И становитесь победителем сегодняшней игры. Итак, как по-татарски будет баня? Мунча. Это правильный ответ. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом финальный раунд сегодняшней игры подошел к концу. По итогам финала вы набрали по 17 баллов. Последний вопрос Арсений позволил восстановить именно статус-кво и равенство в финальном раунде. Напоминаю, что по итогам первых 2 раундов впереди были вы, Арсений. И общий счет игры 41-40. От компании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Я так думаю, теперь татарский язык станет мне гораздо ближе, еще ближе. Но главное так разумно, что это в дамскую сумочку явно не поместится, то есть вот этот просто практично. Тут да, тут я согласен, действительно, для дамской сумки это очень удобная книжка. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне.
С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Было очень интересно принять участие в этой игре. Я узнала много новых слов из тех, что были в дополнительных вариантах, подсказках. Если честно, думала, что угадаю, что уровень языка намного ниже, но, как оказалось, знаю не так уж и мало. Желаю всем участникам найти свой собственный стимул для изучения татарского языка. Считаю, что эта программа очень полезна для того, чтобы стимулировать интерес к татарскому языку, к его изучению. И на самом деле очень рекомендую учить татарский язык по одной простой причине. Язык, на котором разговаривает порядка 168 миллионов людей в мире, а группа тюркских языков объединяет именно такое количество людей, достоин того, чтобы его знать, достоин того, чтобы его любить.